Уважаемые наши лекторы, коллеги и участники сегодняшнего мероприятия, мы вновь сегодня вас приветствуем на онлайн-лекции в рамках нашего проекта «Финансовая грамотность». Финансы окружают нас повсюду, и знать базовые правила их безопасного использования жизненно необходимо каждому из нас. И сегодня речь пойдет о финансовой безопасности. Перед тем, как познакомить вас с нашими лекторами, напоминаю, что вы можете задать вопросы у нас в чате, либо воспользоваться опцией «Поднять руку». Так, сегодняшние наши лекторы – это Федоров Петр Алексеевич, сотрудник отдела по противодействию преступлениям с использованием информационно-телекоммуникационных технологий уголовного розыска МВД России. И всеми нами знакомая Рита Михайловна Якушева, руководитель регионального центра компетенций по финансовой грамотности нашей республики. Так, позвольте слово тогда предоставить Петру Алексеевичу, да? Вас не слышно? Здравствуйте. 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 Слышно меня? Да, слышно. Видно, слышно. Ну все, начинаем? Да, начинаем. Хорошо, тогда сначала по статистике пройдемся немножко. По итогам 7 месяцев этого года на территории республики зарегистрировано 1688 преступлений из данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Так, по линии мошенничества зарегистрировано 920 преступлений. По линии списания денежных средств с банковских карт и счетов у нас зарегистрировано 541 преступление. И общий ущерб у нас по таким преступлениям указанной категории за 7 месяцев составил 189 миллионов 221 тысяча рублей. А в прошлом году за такой же период отчетный у нас составил 64 миллиона 886 тысяч рублей. Наиболее распространенные виды совершения. Наиболее распространенные это у нас получается представляется работником банковской организации. Вам звонит сотрудник банка под вымышленным предлогом, сообщает, что у вас незаконно списывают деньги или о том, что вас взломали, что необходимо для идентификации передать номер карты или какие-нибудь реквизиты с банковских карт, и получает доступ к вашей банковской карте или мобильному банку. Если в данном случае звонит сотрудник банка, ни в коем случае не верьте. Лучше перезвоните по номеру, который указан на оборотной стороне вашей банковской карты, и убедитесь в том, что реально ли сотрудник банка к вам пытается дозвониться. Потому что всеми банками установлены у них такие программы, если вас пытаются взломать, банк в одностороннем порядке и заблокирует вашу банковскую карту, чтобы никаких подозрительных транзакций и операций не было. Если вы, допустим, резко поменяли там местонахождение, то есть постоянно совершали покупки в городе Якутске, и тут у вас покупка происходит, допустим, в городе Уфа, или снятие денежных средств в городе Уфа, то банк в одностороннем порядке может заблокировать вашу карту. И ее восстановить можно будет только обратившись в сам офис банка. А сотрудники банка могут звонить, они могут вам предложить какую-либо услугу. Они у вас не будут требовать ни номера карт, ни ваши данные, ничего. Они просто предложат вам свой пакет услуг, допустим, получить кредит под какие-то проценты, но все операции должны будете вы с вами переговорят и отправят непосредственно в филиал банка. Во втором случае это распространенный способ, это когда вы что-нибудь продаете или покупаете на сайтах бесплатных объявлений, это можно назвать такие как доска ekt.ru, Авито, Юла, Дром. То есть мошенник будет вас уговаривать, чтобы получить денежные средства, или он находится в другом городе, что вам необходимо будет пройти по какой-либо ссылке, которые они сами создали, и ввести номер карты для получения денежных средств, если вы продаете товар. А если вы покупаете товар, то то же самое, ссылку кидается, якобы туда необходимо перечислить деньги, поступит смс-код, его надо будет ввести. В данном случае тоже это подозрительно.
они бывают сайты очень похожи, название там буквально в цифре, в букве чуть-чуть другое. И вы, получается, свои данные все передаете. Это номер банковской карты, это 16 цифр. Срок действия карты, это месяц и год действия. Потом персональные данные, это фамилия, имя на английском языке. И на оборотной стороне есть код, трехзначный код, номер ЦВВ называется. Вот, его никуда вводить не надо. Если вы ввели, то уже мошенники могут воспользоваться вашими денежными средствами. Так, еще также у нас сейчас один из распространенных видов – это биржевые площадки. Наверное, везде у вас в поисковых, в Гугле, в Яндексе, в Инстаграме вы можете увидеть то, что вам предлагается вступить в биржу, там неимоверный заработок, большие проценты за короткий срок времени, ничего вам делать не надо, и вы на этой бирже заработаете очень много денег. И мошенники, как бы пользуясь этим, постоянно будут как бы уговаривать вас, чтобы вы вложили еще денежные средства, чтобы как бы получить проценты на них. Но такого, конечно, не бывает. Даже банк таких больших процентов не дает вам. Так, еще один из использования мошенниками фишинговых сайтов, это где получает доступ к конфиденциальным данным пользователя. Это то есть вы логин и пароль, если передадите, то они также тоже завладеют вашим Сбербанк онлайн или другими приложениями онлайн-банкинга и также спишут ваши деньги. В любом случае не доверяйте посторонним людям, которые вам обещают большой заработок. Проверяйте, если покупаете на сайте, проверяйте подлинность настоящего сайта, смотрите отзывы. Отзывы бывают также покупными, очень много может быть написано положительных отзывов, ни одного отрицательного, это тоже должно вызвать у вас подозрение. Проверять сайты вы можете также в интернете, в поисковых строках вбивать там. Обычно, если кто-то по России стал жертвой мошенников, они пишут там, что такой-то сайт является мошенническим. Также сейчас очень много развита у нас продажа в социальной сети Instagram, который тоже удаленно работает, якобы предоставляет те или иные услуги или товары за очень дешевую цену. Но, пожалуйста, не поддавайтесь на уловки мошенникам, не верьте дешевые товары за такую цену, как бы за очень низкую цену не бывает такого, что он, предположительно, это будет некачественный просто товар. Или просто вы потратите деньги на ветер. Еще у нас есть такое, когда у нас в социальной сети WhatsApp выкладывает объявления, предлагая там очень тоже дешевые товары, тоже необходимо проверить. Абонентский номер может быть вообще не нашего региона. Тут у нас проблема немножко заключается в том, что с других регионов, возможно, вас будут обманывать, и это занимает большое время для получения тех или иных ответов, направленных нами в те учреждения. А так, все остальные вот финансовые организации, которые я говорил, должны иметь лицензию Банка России. Вот по Банку России сверить в справочнике участников финансового рынка вы можете на официальном сайте Центрального банка, Банка России. Также проверить компанию в едином государственном реестре юридических лиц, то есть Федеральной налоговой службы на официальном сайте. У кого-нибудь есть вопросы? Пока, по-моему, нет вопросов. Еще так сразу скажу, да, если вам, то есть у вас украли деньги или что-нибудь случилось, деньги пропали, то необходимо сразу связаться со своим банком, который выпустил вашу банковскую карту, и попросить, чтобы ее заблокировали, и также заблокировали онлайн-банкинг. Это то есть приложение, через которое вы можете перевести или получить деньги, необходимо обязательно заблокировать. И лучше не восстанавливать старую карту, просто перевыпуск карт. Если перевыпуск карт закажете, то получится то, что вы получите новую карту
уже с другим кодом и с другим номером банковской карты, но она также будет на ваше имя. И если у вас уже украли деньги, то необходимо обратиться в любой отдел полиции, написав заявление. Также можете через интернет на официальном сайте МВД.ру. Но у меня пока все, я на связи. Как будут вопросы, я на них отвечу. Спасибо, Петр Алексеевич. Можно задать вопрос? У нас Так, на лекциях очень часто задают такой вопрос. Как быстро находят преступников, которые воруют деньги со счетов граждан? Ну, это есть федеральные законы, есть конституционные права граждан. В связи с этим нам необходимо обращаться в суд, что было заявление, что было преступление, что именно на такой-то счет или карту ушли денежные средства. Мы получаем санкцию суда, после этого работаем уже по ней, с ней смотрим уже. Но в большинстве случаев это бывают другие регионы России, это мы выезжаем в служебные командировки, либо это вообще за пределами Российской Федерации они находятся. Но все равно в любом случае преступников найти удается. Да, есть как бы электронный след называется. Вот если вы куда-нибудь вошли, там будет у вас IP-адрес, с которого вы входили, по этому IP-адресу можно установить номер, с которого вы, который звонил вам, где территориально находился данный абонентский номер или IP-адрес, тоже можно установить. Но это занимает большое количество времени из-за того, что нам необходимо каждый раз выходить в суд, постановление суда получать, из-за этого просто время затягивается, а так все как бы возможно. То есть чем быстрее человек, который пострадал, напишет заявление о том, что он пострадал от действий мошенников, тем быстрее полиция получит все санкции, чтобы искать этих преступников. Правильно? Да, правильно. Просто если некоторые, вкладываясь в биржу, они приходят на какое-то время уже спустя, допустим, месяц-два, но мы получаем потом ответы с кредитно-финансовых организаций, и там уже как бы месяц прошел, пока он писал заявление, потом какое-то время, пока мы постановление суда получили, это 2-3 дня, и потом мы смотрим, ответ приходит там с организации тоже несколько дней, после чего мы видим то, что деньги обналичены, допустим, в городе Новосибирске. Мы делаем запрос на этот банкомат, а банкомат хранит запись 1 месяц. Допустим, мы уже все потеряли, как бы видеозапись, но не представляется им техническая возможность, что предоставляет спустя 2 месяца нам видеозапись. Ну и как бы вот эта сложность бывает. А если бы он сразу же обратился, мы бы сразу все сделали, там пока месяц хранилась видеозапись, они нам выгрузили, мы уже посмотрели, кто там физически пришел, снял эти денежные средства. Поэтому, дорогие участники, призываем вас, если вдруг стали свидетелями или кто-то из ваших знакомых пострадал от действий мошенников, сразу же, моментально нужно обращаться в органы полиции. И все действия, которые сейчас нам озвучил Петр, да, то эта хронология должна сохраняться. То есть сначала вы блокируете карту, потом идете в полицию с заявлением, берете выписку и так далее. Но все это нужно делать буквально вот сразу при наступлении такого случая. Может, какой-то у вас есть интересный случай из практики? Расскажите, пожалуйста. Из практики, у нас из практики была группа, поймали, она работала по Дальнему Востоку, они находились в Иркутской области, они звонили, представляли сотрудники банка. Если уже человек не верил, они через интернет подменяли свой номер, очень похож на номер этого банка, и говорили то, что они являются сотрудниками банка, что им можно верить, и им якобы, чтобы для идентификации их необходимо продиктовать 16 цифр номера банковской карты, на что потерпевший очень любезно предоставлял, и также смс-пароль, который приходил. Они так получали доступ к его интернет-банкингу, и после чего выводили денежные средства на подконтрольные им банковские карты. Очень большая объемная работа была проделана. Был осуществлен выезд в служебную командировку, но там уже их поймали, привезли и осудили уже.
Еще один момент был такой, в Московской области звонившие, в основном пожилым гражданам, они предоставлялись сотрудниками правоохранительных органов и иных организаций, органов власти, якобы им положена компенсация за ранее приобретенные им некачественные биоактивные добавки, которые были для суставов, от различных болезней. Якобы эти препараты признаны судом недействительными, счет организации был якобы арестован, им положена компенсация, на что наши граждане верили им, что им положена компенсация, они путем уговоров их и обмана говорили, то, что необходимо заплатить 13% налога, ну и потом под различными предлогами очень большие суммы выпрашивали, якобы сертификата у них нету на вашу сумму, а есть только сертификат на большую сумму, и что необходимо доплатить еще какие-то проценты, потом для инкассации, для перевода денег, за услуги банка, за какой-нибудь, выдуманные предлоги, и, в общем, выманивали у пожилых граждан денежные средства различными способами, после чего, поняв уже то, что это все обман, и то, что деньги уже не получат, обращались с заявлением. Так, тоже группу поймали на территории Московской области, но там граждане другого государства также с ними работают. Да, это замечательно, что сейчас у полиции есть все необходимые инструменты для того, чтобы можно было поймать именно преступников, правильно же? Да. Вот, но что вы еще можете посоветовать нашим гражданам, чтобы они, например, как вести себя с мобильными телефонами, с компьютерами, какие есть, может, какие-то лайфхаки от полицейских, которые помогут сохранить данные? Ни в коем случае не терять свою банковскую карту в случае того, что если вы утеряли, вы должны непременно сразу ее заблокировать, чтобы не использовать. Сейчас на всех картах, по-моему, есть такая услуга NFC, то есть бесконтактно ее никуда вставлять не надо, пин-код вводить не надо, до 1000 рублей как бы можно расплачиваться, только приложив к терминалу. Чтобы такого не было, вам необходимо сразу заблокировать карту, как вы обнаружили, узнать в банке, не списали другие лица, там, пока вы ее потеряли, там, которое в некоторое время прошло, может, кто-то успел воспользоваться уже. Если успели, необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы, в любую дежурную часть можете написать заявление, вас везде примут, в любом территориальном органе. Также, если вам звонят как под вымышленными предлогами, там, какими-то, сразу бросайте трубку, звоните в сам банк, уточнитесь лучше там. Но сам банк вам никогда не будет звонить. У них только есть, если предложить вам что-нибудь, кредит взять или что-нибудь такое. А так банк вам, что у вас подозрительная транзакция, он никогда вам звонить не будет. Просто он заблокирует в одностороннем порядке. Там в договоре об обслуживании банковских карт у них прописано, что они в одностороннем порядке могут заблокировать карту, в случае мошеннических действий и так далее. Но банки тоже не стоят на месте. Они фрод-системы вводят себе, чтобы смотреть, именно ли сам владелец банковской карты заходит на свою страницу, чтобы воспользоваться своей картой. Но эта фрод-система, как бы, жителей очень много, и они просто технически не успевают, видимо, за всеми следить. И бывают такие случаи, когда воруют деньги с карты. Будьте бдительны, проверяйте сайты, на проверенных сайтах приобретать необходимо. Сейчас вот с пандемией как бы увеличилось число, потому что, все привыкли уже, 21 век, новые технологии, что можно, сидя дома, заказать еду себе, обувь, любые предметы гардероба, быта, также уже бытовую технику у нас с доставкой на дом все можно заказать. Но не все сайты являются, мошенники тоже развиваются, пытаются всяко-разно выудить из людей, украсть деньги, честно заработанные. Спасибо большое за такую объемную информацию. Спасибо. Не за что. Если вопросы будут, я на связи. Хорошо. Так, позвольте тогда сейчас слово предоставить Рите Михайловне. Спасибо большое. Да, тут я могу запустить демонстрацию экрана, да? Угу.
Да, сегодня я бы хотела поговорить вот как раз с вами на тему основ финансовой безопасности. Предыдущий лектор, действующий сотрудник полиции, уже в основном все рассказал, но хотелось бы, конечно, остановиться более подробно на некоторых моментах, потому что кому-то были понятны какие-то моменты, а кому-то были непонятны. Но вот вообще сама суть финансовой грамотности, она идет к финансовой безопасности в целом. Потому что уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их. Это такая фраза, которую вот мы, финансовые консультанты, да, волонтеры финансового просвещения, мы эту фразу очень понимаем, потому что каждый день мы сталкиваемся с историями людей, которые каким-то образом потеряли свои денежные средства, да, или которые не могут вести накопление, ну, то есть живут от зарплаты до зарплаты. И вот эта вот как раз фраза, она показывает на то, а, насколько важна финансовая грамотность в жизни людей. А финансовая безопасность, если верить Википедии, да, то это понятие, включающее комплекс мер, методов и средств по защите экономических интересов государства на макроуровне, корпоративных структур, финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне. Здесь мы рассматриваем домохозяйство или, в принципе, граждан в целом. Да? Давайте повторим, почему быть финансово грамотным важно. Вот, финансово грамотный человек, он всегда знает, когда и на что он потратит свои деньги. Он умеет планировать расходы, ставить цели и достигать их. А также он знает, как не попасться на уловки мошенников, как сохранить и приумножить свои денежные средства. Мы уже с вами говорили о том, какие существуют правила финансовой грамотности, да? И почему эти правила помогают себя защищать от мошенников. Сегодня мы их повторим. Итак, финансовая безопасность – это такой порядок, при котором гарантированы условия для защиты жизненных интересов человека, обеспечена возможность социального развития и система его защиты. То есть это такие условия жизни, когда люди готовы к потенциальным финансовым вызовам и смогут с ними справиться. Вообще, в целом, как бы, человек должен находиться в безопасности постоянно. Состояние безопасности – это наше нормальное состояние. Когда нам угрожает опасность, человек переходит в состояние стресса. И это состояние как раз вот стресса, да, оно очень удобно мошенникам. И психологи рекомендуют, когда вы сталкиваетесь, например, с какой-то неприятной ситуацией, связанной с финансами, ущипнуть себя, положить трубку, сделать какое-то, ну, не, скажем так, какое-то действие, которое привлечет внимание ваших близких. Например, громко позвать своего ребенка там или еще что-то, чтобы прийти в норму, чтобы убедиться, что вот вы не один, не один на один с этой ситуацией, да, а что вам есть кому помочь. Вот. В первую очередь, вот самая главная задача мошенников, то вот я сейчас немножко вперед забегаю, это как раз то, чтобы загнать свою жертву в состояние стресса. Итак, давайте повторим правила финансовой грамотности. Вести учет доходов и расходов. Как же это поможет нам себя защитить? Да? Потому что, во-первых, когда вы будете вести учет доходов и расходов, вы всегда будете знать, какая сумма у вас имеется на руках. То есть какими деньгами вы сейчас располагаете. Контролировать и оптимизировать расходы. То есть вы будете знать, на что вы будете тратить деньги. И не будете заходить на какие-то подозрительные сайты, которые вам отправляют, например, в группу WhatsApp, да, с каким-то уникальным предложением. То есть когда у человека все распланировано, и когда он знает, что он хочет купить, он никогда не станет, например, заходить на какой-то подозрительный сайт, чтобы выбрать какую-то вещь, которая ему в принципе не нужна. Согласитесь, это ведь так. Третье правило – ставить цель. Что конкретно, сколько стоит и когда мы хотим купить. Это правило тоже помогает защититься от мошенников, потому что когда у человека есть определенные цели,
Его очень трудно столкнуть с этого правильного пути, потому что у него все расписано, у него составлен финансовый план, он четко знает, сколько на свою цель он откладывает, и ничего другого, как бы ему, как бы альтернативы, он уже пересмотрел все альтернативы, он уже проанализировал рынок, он уже выбрал самое лучшее для него предложение. И поэтому как бы столкнуть с этого пути мошенникам уже будет очень сложно этого человека. Формировать резервный фонд, подушку безопасности. В целом, как бы мы рекомендуем 10% от дохода откладывать именно в свой резервный фонд и тем самым формировать подушку безопасности, которая должна составлять размер 3 месячных дохода. В принципе, эту сумму можно накопить в течение года. Эта сумма может быть и больше. Естественно, не надо хранить эту подушку безопасности где-то под матрасом, да? Обязательно нужно разместить ее на депозите, желательно, чтобы это была финансовая организация, чтобы это был банк, потому что тогда вы защитите свои денежные средства еще и от инфляции, благодаря тому, что процентная ставка по вкладу, она как раз составляет вот тот максимальный уровень инфляции, и вы сохраните, а может даже еще и приумножите свои денежные средства, которые вы будете размещать в своем резервном фонде. Вот. И при этом, опять же, вы сталкиваетесь с тем, что банк вам гарантирует финансовую безопасность ваших вложенных денежных средств. Если вдруг произойдет какая-то форс-мажорная, какой-то форс-мажор, скажем так, да, коротко, у банка будет отозвана лицензия, то агентство страхования вкладов вернет сумму 1 миллион 400 рублей, до 1 миллиона 400 рублей по вкладу. Физическим лицам возвращается именно такая сумма. То есть если у вас была сумма до 1 миллиона 400 рублей, вы спокойно, вы ее не потеряете, вы ее вернете. Даже сейчас, уже последние несколько лет, банки рекомендуют своим клиентам размещать вклады именно в таком размере. То есть они сами предупреждают, потому что банкам важно, чтобы люди имели возможность в случае каких-то обстоятельств, да, непредвиденных обстоятельств, чтобы люди могли вернуть свои деньги и ни в коем случае не потерять. Стараться не брать в долг. Ну, здесь уже нужно рассматривать именно, скажем так, если вам нужно оформить кредит, то обращайтесь также обязательно в финансовую организацию, у которой есть лицензия на выдачу кредита. Ни в коем случае не обращайтесь к черным кредиторам, да, которые обещают вам, допустим, какой-то минимальный процент или быструю выдачу без проверки документов, без каких-то залоговых обязательств и так далее, и так далее. Но гарантируют вам выдать в кредит именно ту сумму, которая вам нужна прямо здесь и сейчас. И вы можете столкнуться с тем, что вот эти черные кредиторы потом просто будут вымогать у вас деньги. Если банк, если вы не платите по банковскому кредиту, да, то там есть ряд процедур, которые вам нужно будет пройти, и банку тоже нужно будет произвести, чтобы взыскивать с вас долг по кредиту. То черные кредиторы, они тут церемониться не будут. И, в принципе, это очень опасно. Поэтому, прежде чем брать в долг, если вам действительно нужны кредитные средства, обязательно проанализируйте все. Посмотрите все предложения, которые предлагают банки. Выберите наиболее выгодный для вас кредит. Распределите платеж по кредиту таким образом, чтобы он не превышал 30% от вашего семейного, от именно дохода. Потому что если этот платеж по кредиту будет превышать именно 30%, то это будет непосильный груз. Это уже доказано, и есть статистика. Поэтому лучше вообще стараться не брать в долг. Но если брать в долг, то стараться, чтобы сумма платежа по кредиту не превышала 30% от вашего дохода. Уметь управлять финансовыми инструментами. Что это такое? Да, вот у нас сейчас мы перейдем на следующий слайд, и мы посмотрим, какие финансовые инструменты мы используем практически каждый день в нашей жизни. И соблюдать правила финансовой безопасности. Это элементарные вещи, которые тоже мы сейчас будем повторять, а кто-то может узнать для себя что-то новое. Итак, финансовые инструменты для управления личным и семейным бюджетом. Это банковская карта.
это банковский счет, это вклад, это кредитная карта, это потребительский кредит, автокредит и еще какой-то другой вид кредита, да, и ипотечный кредит. Практически в каждой семье все эти финансовые инструменты мы имеем. Тоже немного статистики хотелось бы привести. Статистика Национального агентства финансовых исследований говорит о том, что 82% граждан России владеют хотя бы одной банковской картой. И всего 18% не имеют ни одной банковской карты. Случаи финансового мошенничества, да, то есть не смогли ответить, какие данные карты безопасно сообщать кому-либо. Это вот уровень как раз по финансовой безопасности 90% граждан. Верно ответили на вопрос о том, какие данные карт можно сообщать сотруднику банка, ответили всего 10% граждан. Этот опрос был проведен аналитическим центром НАФИ в июле 2020 года. Было опрошено 1600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах в 50 регионах России. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население Российской Федерации по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. На сайте НАФИ можно найти данные по нашему региону. Вот, хотелось бы отметить, что у нас как раз именно уровень знаний, он на низком уровне, а вот по уровню именно пользования, да, финансовыми продуктами у нас уровень высокий, в среднем выше, чем в среднем по России. Поэтому пользоваться мы умеем, но вот в знаниях мы немножко как раз себе уступаем. Поэтому будем повышать свои знания вместе. Смотрите, вот тут тоже решила привести такую статистику, да, что есть заблокированы по инициативе банка телефонные номера. Вот у любого гражданина возникает вопрос, ну неужели этот банк не блокирует номера, с которых звонят от его имени? Блокируют, но обязательно нужно сообщать им. Если вам позвонили и представили сотрудником какого-то банка, и при этом он не является, вы понимаете, что вам звонит мошенник, положите трубку, позвоните в банк по номеру, который указан на обратной стороне карты, и предупредите, то есть сначала задайте вопрос, что не так с моим счетом или что не так с моей картой. Мне только что поступил звонок, мне сказали, что у меня со счета пытаются списать деньги или мою банковскую карту пытаются заблокировать и так далее. Объясните мне, пожалуйста, что происходит. И оператор горячей линии банка обязательно вам поможет. Вот. И если вы убедитесь, да, то есть он скажет вам, что не волнуйтесь, с вашей картой все хорошо, с вашим счетом все в порядке, ничего мы не блокируем. Скорее всего, этот звонок был от мошенников. Тогда вы говорите, я хочу тогда продиктовать этот номер телефона для того, чтобы вы приняли меры. Продиктуйте им номер телефона, и тут уже оператор обязан будет передать эту службу безопасности. Служба безопасности, в свою очередь, отрабатывает с полицией и так далее, и так далее. И все. И в данном случае у банка есть хоть какая-то возможность, скажем так, да, повлиять на то, чтобы эти люди больше никому не звонили от имени именно этого банка. Поэтому не оставайтесь, ну, как бы хорошо, когда все хорошо, да, но оставаться в стороне тоже не стоит. Финансовая безопасность – это понятие, которое вот мы уже об этом поговорили, да, какие уровни финансовой безопасности существуют. Это национальный, региональный, корпоративный на уровне организации и личный уровень. Мы сейчас будем говорить как раз о личном. Потому что часто мы сталкиваемся с мошенниками. Именно с мошенниками чаще всего сталкиваются именно физические лица. Организации, большие организации, они тоже становятся жертвами мошенников. Но все
все равно юридических лиц же все равно гораздо меньше, чем физических лиц, правильно? Вот, и поэтому чаще всего жертвами мошенников становятся именно физические лица. И еще и с небольшим доходом. Поэтому наша задача и ваша задача теперь уже рассказать своим знакомым, близким, родственникам, какие существуют виды мошенничества, да, и как от них можно защитить себя. Об этом вы тоже должны будете рассказать. И передавать это из уст в уста, чтобы каждый, каждый человек из вашего окружения, он имел возможность себя защитить. Вот вчера у нас прошла замечательная акция. Мы с сотрудниками Министерства внутренних дел раздавали памятки по финансовой безопасности. Мы делали это в парке и на Комсомольской площади. И когда мы говорили, о чем эти памятки и с какой информацией они, люди с благодарностью их брали, говорили обязательно, некоторые брали по несколько штук. То есть именно вот эта информация, она должна идти как раз вот, она идет от нас, да, от официальных источников, от нашего регионального центра компетенции по финансовой грамотности и непосредственно от Министерства внутренних дел, потому что как раз вот конечная точка обращения гражданина, пострадавшего от действий мошенников, это как раз вот МВД. И делается все, чтобы предупредить эту ситуацию. И вот давайте вместе объединимся как бы, и будем передавать эту информацию, как защититься от мошенников друг другу. Я вам, вы своим знакомым, друзьям, близким, родственникам, особенно пожилым людям. Итак, в целом, как бы финансовое мошенничество, оно угрожает финансовой безопасности личности. Для того, чтобы эффективно противостоять ему, необходимо разобраться с тем, что же оно из себя представляет и каким оно бывает. Но различают виды мошенничества. Нам уже Петр рассказал, что с банковскими картами, да, есть интернет-мошенничество, есть мобильное мошенничество и мошеннические организации. Как охотятся за банковскими картами? Самая главная задача мошенников в отношении карты — это раздобыть ее пин-код. Вообще, мы рекомендуем никому никогда ни при каких условиях не передавать пин-код от карты. Когда вы оплачиваете картой в магазине, не передавайте в руки карту ни продавцу, ни кому-либо еще. Попросите поднять терминал, если нет возможности, допустим, вставить карту у вас, да, терминалы передвигаются, да, передвигаются они довольно-таки легко. И, в принципе, поднять, или передать в руки вам терминал продавцу не составляет особого труда. Попросите это сделать, но ни в коем случае не отдавайте свою карту. Вообще человеку, чтобы совершить какое-то действие с вашей карты, сфотографировать ее с двух сторон, допустим, там ему понадобится пару секунд буквально. Потому что у всех телефоны всегда под рукой, камера на телефоне включается у кого-то там просто нажатием пальца, да, и если вдруг у человека какие-то преступные мысли, да, по поводу вашей карты, то он может ее сфотографировать, вы даже не заметите. Поэтому лучше не терять свою карту из виду, лучше всего использовать какие-то специальные чехлы, да, но которые помогают закрывать данные карты и дистанционно оплачивать. Вот, и так далее. Но не рекомендуем хранить вот в чехлах мобильных телефонов, потому что тут тоже, во-первых, это небезопасно для самой карты, потому что карта — это все-таки электронный инструмент, да, она может размагнититься, с ней может что-то произойти и так далее. То есть здесь, в принципе, это правильное использование карты. То есть ее не надо хранить именно рядом с мобильным телефоном. Вот. Приобретите специальный чехол, но в этот чехол не кладите пин-код. И не записывайте его нигде, где-то на бумажке, и не кладите его рядом в кошелек, не кладите его в чехол. Если вы не можете запомнить пин-код карты, лучше выбрать такие цифры, которые вы не забудете никогда. Вот. Прошу прощения.
целом нужно быть всегда готовым к тому, что хорошо, если в вашем окружении очень мало подозрительных людей, да, ну, когда вы находитесь в торговом центре, то там особо доверять можно только себе. Вот, поэтому, оплачивая банковской картой, обязательно старайтесь не выпускать ее из рук. И в целом, как бы, следите за тем, чтобы, ну, никто не подглядывал, да, за вашими действиями, когда вы вводите пин-код и так далее. Есть такой вид мошенничества, как скимминг. Это самый распространенный способ кражи реквизитов карты. Именно номера, имени, фамилии владельца, срока действия при ее использовании в банкомате. На банкомат устанавливается специальное устройство, называется оно скиммер, которое копирует данные с магнитной полосы карты. Могут украсть и пин-код, если на банкомат установят скрытую камеру или накладную клавиатуру. Поддельную клавиатуру обычно ставят поверх оригинальной, и сам банкомат реагирует на нажатие как обычно. Вы даже не замечаете, что там стоит какое-то накладное устройство. И вы не поймете, что что-то идет не так, пока злоумышленники не используют ваши украденные данные. Потому что они могут изготовить именно с помощью этого устройства, считав все данные с вашей банковской карты, они могут изготовить копию вашей карты. Вот, даже такие изощренные способы существуют. Как же не стать жертвой скимминга и траппинга? Траппинг – это специальное устройство, которое вставляется в картоприемник, да, и удерживает карту. Я уже рассказывала несколько раз, как это происходит. То есть, если установлен скиммер, то нужно подойти и проверить банкомат, не шатается ли клавиатура, нет ли каких-то дополнительных устройств. Обязательно не стесняйтесь этого делать. От этого зависит безопасность ваших денежных средств. А когда используют траппинг, они вставляют специально такую петлю из пленочки, да, когда ты вставляешь карту в картоприемник, все происходит на экране, появляется табло, введите ваш пин-код и так далее, все, но карта не выходит обратно. И получается такая ситуация, что как будто банкомат ел вашу карту, ну, как простыми словами, да. Что мы в этот момент делаем? Мы в этот момент начинаем нервничать, переживать. Если появляется кто-то у нас в банкоматном зале, какой-то помощник, мы обязательно прислушиваемся к его словам, да, и начинаем, да, давайте, вот мы сейчас там этот, но никто вам, если рядом с вами находятся преступники, они не будут вам говорить, что вот там, позвоните, допустим, в этот, или наоборот, они будут настаивать на том, что ничего страшного, да, все равно вам вернут карту, да, сейчас можете идти домой, там, и так далее, и так далее. Их задача вас как можно быстрее вывести из этой зоны. Почему? Потому что они достанут петлю, ваша карта у них окажется у них в руках. Вот. Затем они просто произведут все те действия, которые вы произвели. Вы вводили пин-код, вы вводили какие-то данные, они, возможно, зафиксировали остаток на вашей карте и так далее, и так далее. Когда вы позвоните в техподдержку, да, они скажут вам в любом случае, что да, если произошло зажатие карты, то в течение, скажем, дня или на следующий день вы можете подойти в такой-то офис и забрать свою карту. Вот. Или когда мы эту карту извлечем из банкомата, мы вам обязательно позвоним и так далее. В принципе, что это преступникам и было нужно, чтобы вы просто ушли оттуда, и карта осталась в банкомате. Вот поэтому обязательно нужно осматривать банкомат очень тщательно. Тем более, если вы находитесь где-то в поездке в крупном городе, да, в больших городах, например, там, Москва, Петербург, ну какие-то города, где огромный поток постоянно, да, или тем более где-то в торговом центре каком-то находитесь, где большая очередь в банкомат. Все равно уделите на осмотр банкомата несколько секунд, хотя бы в течение там, 10 секунд будет достаточно, чтобы проверить на банкомат на наличие каких-то дополнительных устройств. Если у вас вызывает подозрение само место, где стоит банкомат,
у вас вызывает подозрение, как выглядит этот банкомат, что, может быть, у него там заклеена видеокамера, да, или еще что-то. Отойдите от него, найдите другой, потому что от этого зависит безопасность ваших денежных средств. Вообще мы рекомендуем пользоваться банкоматами, тем более в больших городах, только в зонах 24 часа, где в банках, где расположены как раз банкоматы именно этого банка. Потому что там, во-первых, безопасно, там всегда находится либо администратор, либо еще какой-то сотрудник банка, да, и там стоит несколько банкоматов, и есть возможность зайти только одному человеку или вот по количеству банкоматов. Ну, там, если 3 банкомата стоят, то максимум там будет находиться 3 человека. Потому что возможность зайти в банкоматную зону только с использованием банковской карты и только в ограниченном количестве. Вот это тоже, то есть банки тоже заботятся о безопасности своих клиентов. Когда вы набираете пин-код, обязательно закрывайте клавиатуру рукой. Делайте даже это во время, когда вы рассчитываете с картой в кафе. То есть не давайте возможность никому узнать ваш пин-код. Старайтесь пользоваться банкоматами внутри отделений банков. Об этом я уже сказала. Да? Их чаще проверяют и лучше охраняют. Это вот еще одна важная причина, почему это нужно делать именно там. Если же все-таки карта попала в руки злоумышленников, что нужно делать? В первую очередь звоним в банк. Номер всегда есть на обороте карты. И сообщите об этом и заблокируйте карту, если вы ее потеряли. Номер на обороте карты мы рекомендуем всегда записывать в блокнот, либо в мобильный телефон. Вот. Сейчас прямо достаньте свои карты и посмотрите, какой там у вас указан номер. И зафиксируйте его для себя. Напишите, потому что запишите еще так, там, +7 8 800, допустим, да, и какой-то номер, да? Потому что когда вам будет уже входящий звонок, вы будете знать, что вам звонит именно этот банк, допустим. Если вы сохранили номер телефона, допустим, службы поддержки там, или горячей линии банка, в котором вы являетесь клиентом. И тогда вы будете знать, кто вам звонит. И это вот самый такой простой лайфхак — определить, действительно ли банк вам звонит или вам звонит мошенник. Обязательно нужно запросить выписку по счету и написать заявление о несогласии с операцией, если с вашей карты, пока вот она была не у вас, да, скажем так, пока ее завладел кто-то, чтобы эти денежные средства можно было вернуть. И, естественно, обратитесь с заявлением в отдел полиции по месту жительства. Делайте это сразу же, прям в день, когда вы столкнулись с каким-то преступным действием. Здесь вот Петр говорил еще об интернет-мошенничестве, про сайты-двойники. Тоже очень такая больная, скажем, вещь, да? Потому что очень часто мошенники копируют известные сайты. Они используют название компании, просто одна буква может не совпадать. Может не совпадать буквально там какой-то незаметный элемент в описании, да, в написании именно сайта. Но будет совпадать полностью оформление, все полностью может совпадать. И если вы вам приходит какое-то уникальнейшее предложение, которое просто вот цепляет вас, и вы думаете, ну ничего себе, неужели, допустим, этот магазин делает мне такое уникальное предложение. И начинаем проверять. Что мы проверяем в первую очередь? Да, мы смотрим логотип. Он может быть похож на настоящий цветовой гаммой, размером, видом, да, но обязательно какой-то элемент будет изменен. Обязательно что-то там будет дополнение. Это вот такой квест по определению скажем так, на официальность, да, этого сайта, с которого вам пришло такое уникальное предложение. Вот проходим этот квест. Мы проверяем логотип. Потом мы проверяем адрес сайта. Где можно посмотреть официально? Опять же, если мы сталкиваемся с каким-то предложением, уникальным предложением от банка, да, там,
то мы, естественно, смотрим на свою банковскую карту. На обратной стороне там тоже указан адрес сайта. Итак, мы смотрим, тоже проверяем все, правильно ли написано. Бывает, что там одной буковки буквально там меняют одну букву. Например, если используют, например, слово «банк» пишется через «кей», как русская «к», да, то здесь на сайте может использоваться, например, «банк» через «си». И буквально это будет незаметно, потому что мы привыкли свайпать, мы привыкли, что наша информация, она вся проходит, мы ее листаем, мы видим, и что-то у нас там знакомое, мы ощущаем, наш мозг уже привык, что он видит пятнами, он видит знакомыми картинками. И все, вот если мы замечаем что-то знакомое, мы даже не проверяя, заходим туда автоматически, да, и смотрим. Начинаем там производить какие-то операции. Если нам действительно там нравится какое-то предложение, ничего себе, то, конечно, я куплю, и начинается. И даже здесь вот уже в состоянии эйфории от того, что нам поступило такое классное предложение по такой низкой цене или вообще абсолютно бесплатно нам предлагают, мы начинаем вводить свои банковские реквизиты, мы начинаем вводить там данные карты, мы вводим CVV-код, который вообще не должны вводить, как бы, да, все, и потом мы получаем стресс от того, что, оказывается, мы воспользовались фишинговым сайтом, который украл все наши данные, а еще и украл наши деньги. И все, и мы потом в состоянии стресса пребываем до тех пор, пока наши деньги нам не вернут. Поэтому обращаем внимание на адресную строку браузера, да? Сверяем обязательно, как написано, есть ли какие-то различия. Контакты на фишинговом сайте, они никогда не будут соответствовать реальным контактам. Обязательно будет отсутствовать значок защищенного соединения. И не будут указаны юридические, данные юридического лица. То есть это ИНН, ОГРН, если это банковская организация, то не будет на фишинговом сайте указана генеральная лицензия этого банка и так далее, и так далее. То есть вот эти данные обязательно нужно проверять. На сайтах-двойниках тоже могут использовать, они могут использовать полностью даже весь ассортимент. Вы даже, когда вы будете рассматривать витрину сайта, да, вы даже не поймете, но когда вы перейдете вниз, в самый конец сайта, где, который называется подвальчик, да, где расположены все данные об организации, где обязательно должны быть размещены ИНН, УГРН, контакты, лицензии, если это финансовая организация. Если этого не будет, все, закрывайте этот сайт, и никакого уникального предложения, кроме как того, что вы потеряете свои деньги, от этого сайта не ждите. Вот. Что еще могут сделать интернет-мошенники? Да? Они могут отправлять письма счастья с обещанием подарков, денег, кредитов. Мошенники будут заманивать вас чем угодно. Они будут предлагать работу с огромной зарплатой. Даже ту, которую вы вообще не искали. Они будут писать, что вы выиграли огромный приз, например, машину, квартиру, я не знаю, там, да, то есть они будут вам гарантировать какое-то наследство, которое вдруг свалилось на вашу голову. Что делать с такими письмами? Такие письма нужно удалять, даже не открывая, потому что если вдруг вы откроете это письмо, и если вдруг в этом письме будет какой-то вирус, который привязан именно к телу письма, да, то все можно полностью со своими персональными данными, которые хранятся у вас на компьютере или на ноутбуке, или на планшете, можно с ними попрощаться. То есть преступники с помощью вирусов научились копировать все. То есть люди лишаются вообще всех данных. То есть эти преступники получают полностью доступ ко всем данным граждан. Поэтому лучше вообще удалять сразу такие письма. И использовать электронную почту только для... Если эта почта для работы, то специально делаете электронный адрес именно для работы. Если это ваша личная почта, на которую приходят, например, уведомления от мобильных сервисов, или от мобильных приложений, которые вы устанавливаете себе на мобильный телефон, да,
вот, то это ваша личная почта, и этот адрес никому не давайте. Если вы общаетесь часто с кем-то, да, сделайте другой электронный адрес, чтобы вы знали, что этот человек будет вам писать на эту электронную почту. Сейчас интернет позволяет иметь несколько электронных почт, да, хоть где, там, в любом браузере можно ее открыть, хоть в Гугле, хоть в Яндексе, да, хоть в Мейле. В Мейле вообще есть целый сервис, там и инбокс, и ПК, там и Мейл, и так далее, и так далее. То есть, под любой запрос можно сделать. Вообще мы рекомендуем как, да, если вы любите покупать в интернете, то вам лучше открыть виртуальную карту специально для покупок в интернете. На эту карту размещать, когда вы же будете вести учет доходов и расходов, вы будете вести финансовое планирование, вы будете планировать свои покупки, и на эту карту размещайте ту сумму, которую вы готовы потратить в интернете. Ни больше, ни меньше. И привяжите эту карту, допустим, да, или к этой карте, или к покупкам в интернете в целом, отдельный адрес электронной почты. И так будет намного удобнее. Тогда вы будете знать, что ага, с этого магазина мне будут приходить предложения именно на эту электронную почту. Если вдруг вам кто-то написал на вашу рабочую или на вашу личную, у вас уже это возникнет, ну, как подозрение, что ли. Поэтому вот такой вот порядок, это более такой тоже грамотный подход. Так, как же они охотятся за нашими деньгами? Вообще нужно помнить, что любую информацию касательно денежных средств, которую сообщается по телефону, когда вот нам звонит человек и говорит, что вот, я такой заботливый, хочу вас предупредить, что у вас сейчас с карты будет списано там все ваши деньги, да, или ваша карта сейчас будет заблокирована. И эту информацию обязательно нужно проверять. Обязательно нужно подумать, что может ожидать вас на другом конце провода, если вы позвоните по указанному номеру. Какую информацию вас могут запросить и как будут убеждать ее предоставить. И на кого рассчитан этот вид мошенничества. Что же делать в такой ситуации? Вот это очень просто на самом деле. Вообще с преступниками мы рекомендуем вообще не говорить. Потому что вот кто-то говорит, что да, я понимала, что вот это, ну, как будто под гипнозом. Вот, ну, как будто под гипнозом. И если вам только говорит, я сотрудник банка, хорошо, какого банка? Спасибо, я перезвоню в банк. Всего доброго, до свидания. Некоторые люди пытаются там их ставить на место, этих преступников, пытаться их там вразумить как-то, смеются над ними, записывают видео, потом эти видео выкладывают в сети. Но потом эти же преступники начинают тоже как бы вредить, да? И вот это вот такой вот замкнутый круг. То есть этот навредил этому, этот пытается навредить. И не надо этот круг создавать, надо этот круг прерывать. Вот вам позвонили, я сотрудник банка. Какого банка? Он говорит, там, такого-то, такого-то. Спасибо, я сейчас туда позвоню. Все, и положили трубку, зафиксировали номер телефона, сообщили этот номер телефона в банк и в полицию. На сайте МВД можно оставить это сообщение, просто написать, мне с этого номера позвонили, представили сотрудникам такого-то банка. Все. И больше никаких действий не надо делать. Когда я вижу в разных социальных сетях ролики, да, молодцы, конечно, что они так наказывают мошенников и так далее, но это приводит к тому, что это никогда не будет заканчиваться. Это будет постоянно, это будет вот так вот, как замкнутый круг, как кролик, вот, или как Том и Джерри, да, вот он за мышкой бегает, а мышка за кошкой бегает и так далее. Вот так вот это и будет продолжаться. Это надо просто пресекать. И тогда никто никому звонить не будет. Они будут понимать, что только они представились там, сотрудником безопасности или сотрудником банка. Это все закончится, что люди просто перестанут брать с них трубки. И если вдруг вам позвонили от имени Центрального банка, вы можете набрать номер Центрального банка России. Посмотреть его на официальном сайте Банка России. Если вам предлагают деньги от имени какого-то государственного органа, там ведомства, да, например, пенсионный фонд, есть единая справочная служба пенсионного фонда, которая тоже помогает гражданам разобраться со своим личным кабинетом на сайте пенсионного фонда. Если вам сообщают о блокировке банковской карты,
обязательно сообщите, позвоните в банк. Не разговаривайте с преступником по телефону. Это явно же преступник звонит. Сотрудники банков вообще никогда не звонят клиентам, предупреждая, что с предупреждением, что будут там списываться какие-то средства с карт и так далее, и так далее. Они этого не делают. Вот правильно Петр в самом начале заметил, что сотрудники банка звонят с предложением оформить кредит, оформить банковскую карту и так далее. Но никогда не знаю, что вот мы звоним вам, что вдруг вот произведена какая-то подозрительная операция, и вот мы решили вас применить. Ну, просто у сотрудников банков на это нет времени. У них есть много других немножко задач. Вот. Что же нужно сделать, да? В целом соблюдать вот эти простые правила. И тогда вы никогда не станете жертвой мошенника. Первое – это не отвечать на звонок. Вообще, если вдруг вы ответили, вам сказали, что мы, сотрудники банка, с вашей карты пытаются что-то сделать, поблагодарить, положить трубку, позвонить в банк, сообщить в полицию и так далее. Стараться никому никогда не передавать свои банковские данные, да, свои персональные данные, стараться следить за тем, чтобы банкомат всегда был, чтобы он тоже был в безопасном месте, чтобы на нем не было никаких дополнительных устройств, чтобы человек, стоящий за вами в очереди, не наблюдал через плечо, как вы вводите пин-код и так далее. Если вы замечаете, что кто-то слишком близко подошел к вам при снятии денег в банкомате, попросите его отойти на 2 шага назад. В этом ничего зазорного нет. От этого зависит безопасность ваших денежных средств. И соблюдая вот эти вот простые правила, наипростейшие правила, вы полностью защитите себя от мошенников. Ну и еще, соблюдая правила финансовой безопасности, именно финансовой грамотности, о котором я сказала в самом начале, да, то оно вообще в целом приведет к тому, что никакие мошенники вас не достанут. Вот. Спасибо. Спасибо вам, Рита Михайловна, за очень полезную информацию. Дорогие друзья, может, у кого-нибудь есть вопросы? Можете включить звук, задать. Сардана Васильевна, Иван Петрович подключился, да? Я его не вижу. По-моему, его нету, да? Я тоже не вижу. Ага, оказывается, его нету, к сожалению. Но мы обещаем вам, что обязательно с Иваном Петровичем тоже встретимся. Нету, да, ни у кого вопросов? Может, есть вопросы к Петру Алексеевичу? Всем все понятно. Ну что ж, тогда завершаем. Так, наш прямой эфир. Огромное спасибо еще раз нашим лекторам. До новых встреч. Дорогие участники, будьте бдительны, осторожны и будьте здоровы всем. Всего доброго, до свидания. До свидания. Всего доброго, до свидания. До новых встреч.